Здравствуйте! Мы продолжаем с вами изучение темы характера, вернее, мы приступаем к изучению волевых качеств характера. Но для начала мы начнем с того, что вспомним о том, что характер является словом древнегреческого происхождения, которое, в свою очередь, в переводе на русский язык означает чеканка или печать. Мы должны заметить о том, что действительно характер, с одной стороны, представляет собой отпечаток воспитания и деятельности, которые формируют человеческую личность. То есть жизнь чеканит и отливает характер человека, а с определенного момента человек начинает сам чеканить и ковать свой характер. В этом, собственно говоря, и заключается сущность самовоспитания. Также мы знаем о том, что характер накладывает отпечаток на поступки, мысли и чувства человека. И именно уже по этим проявлениям мы можем судить о характере той или иной личности. Но мы не должны забывать о том, что характерными принято считать не все особенности личности, а только существенные и устойчивые. Если, к примеру, подросток случайно ответил кому-то грубо или вспылил, это еще не означает, что вспыльчивость и грубость являются его чертами характера. На примере даже очень храбрых людей, которые испытали чувство страха. Мы ведь не можем назвать их трусами. Речь идет о том, что, зная характер человека, то есть зная его важные и устойчивые черты, мы можем предсказать или предвидеть, как поведет себя человек в той или иной ситуации. Это очень хорошо прослеживается на примере ваших друзей и родных. То есть мы можем предвидеть или предсказать, как отнесется ваш друг или подруга к той или иной проблеме. Или, например, что скажет папа или мама в том или ином случае. Так же, как и ваши друзья и родные могут предугадать и ваше поведение. Такое прогнозирование, оно связано с тем, что, во-первых, каждый человек действует в соответствии со своим характером. Во-вторых, это связано с тем, что вы уже успели изучить их характер. Вы замечали, что общение с малознакомыми людьми протекает сложнее? Это как раз-таки зависит от того, что мы не знаем еще характер человека, мы не знаем, чего можно от него ожидать, и мы не знаем, чего он ждет от нас. И только тогда, когда произойдет взаимное познание характеров, общение между людьми становится более или менее гладким. Почему более или менее? Это связано с тем, что личность человека и характер человека понятия не только сложные, но еще и динамичные. Ну и, естественно, мы переходим к понятию воли, к волевым качествам характера. И все мы знаем о том, что воля является основой характера. То есть вы наверняка часто слышали или даже сами употребляли такие выражения, как человек с характером, человек со сложным характером или наоборот, бесхарактерный. Вот как раз таких в этих выражениях очень подчеркивается важность волевых черт характера человека. Волевое действие, оно возникает, то есть оно начинается с того, что у человека возникает некая потребность, то есть мотив, который подталкивает человека на активные поступки или действия. Так вот, ежедневно перед человеком разворачивается множество ситуаций, которые требуют решения. И по тому, как человек принимает эти решения, мы можем говорить о таком качестве личности, качестве характера, как решительность. То есть решительный человек принимает решения быстро и без дополнительных колебаний. Заметьте, мы говорим о существенных и устойчивых особенностях человека. Не нужно путать решительность с торопливостью, ни в коем случае. Также мы можем наблюдать о том, что воля, она может проявляться не только в активных поступках и действиях, также она может проявляться и в умении сдержать себя, затормозить какое-то нежелательное действие. И здесь уже идет речь о таких качествах, волевых качествах характера, как выдержка, терпение и самообладание.